Здравствуйте, дорогие друзья! Основная цель управления персоналом – обеспечить успех своему предприятию при помощи людей. Управление персоналом – одна из самых интересных, но и самых сложных функций руководителя. Как только у вас в подчинении появляется хотя бы один человек, необходимость в этом умении становится очевидной. Основные функции в управлении персоналом – это отбор, адаптация, оценка, обучение, мотивация. Наиболее важным направлением в работе с людьми является грамотный отбор персонала. Для того, чтобы привлечь кандидатов, необходимо эффективно использовать источники информации. Средства массовой информации, газеты, журналы, радио, телевидение, агентства по трудоустройству, в некоторых случаях и личные связи, рекомендации знакомых и друзей. Какие люди нужны бизнесу? На начальном цикле развития бизнеса важно подбирать таких людей, которые готовы рисковать, обладают высокой стрессоустойчивостью и могут выполнять разную работу. Начните с описания работ, которые должен выполнять новый сотрудник. Как правило, это описание включается в должностную инструкцию. Исходя из должностных обязанностей, формируются квалификационные требования. В них необходимо прописать, какими знаниями, умениями, навыками и личностными характеристиками должен обладать этот работник для того, чтобы справиться с порученной работой. Должность – продавец. Обязанности – работать с покупателем, продавать товар. Знания – должен знать психологию покупателя, должен знать цены на товар, характеристики товара. Навыки – продажи, считать деньги, работать на кассе. Личные качества – открытость, ясная речь, неконфликтность, приятная внешность, точность, оперативность. У многих возникает вопрос, как же определить соответствие кандидатов той работе, на которую они претендуют? Наиболее распространенным методом оценки кандидатов при приеме на работу является такой метод, как собеседование. Собеседование – это встреча с потенциальным работником, в ходе которой вы, задавая вопросы, получаете необходимую информацию для принятия решения. Действия перед собеседованием. Обозначьте цели и задачи собеседования. Проинформируйте всех участников о времени и месте проведения собеседования. Подготовьте помещение. Просмотрите должностные инструкции и список критериев. Подготовьте всю необходимую документацию. Позаботьтесь о создании дружеской атмосферы. Для успешного проведения собеседования постарайтесь сосредоточиться на нуждах вашей организации и коротко ответьте для себя на следующие вопросы. Какие профессиональные и личностные качества вы цените в кандидатах? Для чего вы оцениваете эти качества? Какие критерии вы используете? Каким должен быть итог собеседования? Помимо собеседования, вы можете запросить у кандидатов рекомендации от бывших работодателей, партнеров, коллег с оценкой их деятельности и трудового поведения. Но помните, что требовать в обязательном порядке рекомендации вы не имеете права. Обязательно заполните на каждого кандидата оценочный лист по итогам собеседования, поставьте оценки и сравните оценочные листы кандидатов между собой. От того, каких людей вы подберете, будет зависеть успех вашего бизнеса. Лучшие кандидаты – это кандидаты, заинтересованные в этой работе. Не раздувайте штат, берите людей по необходимости. На начальном этапе развития бизнеса вам понадобятся люди, которые могут и готовы выполнять разную работу. Прежде чем взять человека на работу, поговорите с ним, проверьте его практические навыки. Адаптация работников. После отбора и найма очень важно, чтобы сотрудник быстро вошел в работу и стал эффективным. Для этого необходимо организовать работу по адаптации нового сотрудника, помочь ему понять, что от него требуется, как он должен выполнять работу, с кем взаимодействовать. Адаптация нового работника. Шаг 1 – знакомство с бизнесом. Шаг 2 – знакомство с работой, которую ему поручают. Шаг 3 – знакомство с коллегами. Для того, чтобы помочь человеку адаптироваться, необходимо рассказать ему о той работе, которую он будет выполнять, подготовить его рабочее место, поставить ему четкие и понятные задачи и цели. Мотивация персонала. Мотивация – это наука о том, как сделать так, чтобы сотрудники хотели работать. О том, как побуждать, а не принуждать. Мотивированный работник – это тот работник, который стремится делать свою работу качественно и с каждым разом лучше и лучше.
Задача руководителя сделать так, чтобы люди работали с удовольствием, не жалея сил и времени. Для этого необходимо разрабатывать и внедрять методы эффективной мотивации персонала. Материальные методы – зарплата, премии, бонусы, материальная помощь. И нематериальные – поощрение, похвала, грамоты и благодарности, внимание и забота. Основы материальной мотивации. Заработная плата. Размер месячной заработной платы работника устанавливается дифференцированно в зависимости от квалификации работника, сложности, количества и качества выполняемой работы, а также от условий труда. Заработная плата работникам должна выплачиваться не реже одного раза в месяц, не позже первой декады следующего месяца. Дата выплаты заработной платы предусматривается трудовым коллективными договорами в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Республики Казахстан. Размер заработной платы регулируется работодателем, но не должен быть ниже установленного законодательством минимального размера заработной платы по состоянию на 1 января 2011 года – это 15 999 тенге. Оплата работы в праздничные и выходные дни производится не ниже, чем в двойном размере, исходя из дневной часовой ставки работника, а за работу в ночное время не ниже, чем в полуторном размере, исходя из дневной часовой ставки работника. Удержание из заработной платы работника производится только по решению суда. Работодатель вправе применять различные виды поощрений работников за успехи в труде. Премия – это дополнительное материальное вознаграждение, выплачиваемое работникам за определенные достижения. Премии могут носить постоянный характер или выплачиваться единовременно. Размер премии может быть привязан к постоянному окладу, тарифу, либо к финансовым показателям компании, объем продаж, чистая прибыль, перевыполненный план и тому подобное. Нематериальная мотивация. Помимо своевременной и справедливой оплаты труда, необходимо учитывать и нематериальные стимулы, влияющие на эффективность труда ваших работников. Прежде всего, это репутация и имидж вашего предприятия, чувство гордости за свою организацию, чувство причастности к бизнесу, мощные стимулы для многих работников. Также необходимо помнить о влиянии психологического климата в коллективе на общее настроение и, соответственно, на конечный результат совместной деятельности. Отсутствие конфликтов в коллективе, благоприятная дружеская атмосфера – залог успешного функционирования коллектива. Не менее важным является стиль управления и стиль руководства. Это сложившиеся особенности работы с людьми. Типичная манера и способ поведения руководителя отражает уровень личной культуры человека. Стиль управления – важнейший фактор в работе предпринимателя. Правильно определенный стиль позволяет наиболее эффективно использовать потенциал сотрудников и получить желаемый результат. Решетка менеджмента Блейка Моутона. Страх перед бедностью. Со стороны руководителя проявляются усилия, направленные на обеспечение минимального качества работы, позволяющего избежать увольнения. Авторитет подчинения соответствует такому стилю, при котором производственный результат – все, а человек в лучшем случае исполнитель. Дом отдыха. Руководитель в основу своей деятельности ставит человеческие отношения, создает семейную атмосферу в коллективе, но мало заботится о выполнении производственных заданий. Организация. Руководитель находит баланс производственной эффективности и морального климата в коллективе. Достигается компромисс между требованиями по работе и интересами сотрудников. Средняя производительность труда. Команда. Соответствует такому стилю управления, при котором руководитель стремится так построить работу, чтобы сотрудники видели в ней возможности самореализации и